Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе и чаще всего серьезно. А сегодня предлагаю поиграть с детьми. Через это наладить контакт с ними, может быть, научить чему-то важному, но без назиданий, и просто подружиться друг с другом. Повлияет ли то, во что мы играем с детьми, на их дальнейшую жизнь, и могут ли игрушки из нашего детства объяснить взрослые поступки, которые мы сейчас совершаем, ведь кто-то не расстается с игрушками до старости. Все это мы будем обсуждать. Пишите ваши вопросы, рассказывайте про ваши игрушки. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что смотреть нас можно также в Ютьюбе и ВКонтакте, и там тоже очень удобно писать комментарии. А отвечает на наши вопросы сегодня семейный психолог Светлана Качмар. Светлана, приветствую вас. Добрый вечер. Мне кажется, что вот фильм «Барби» максимально наглядно показал, что не только мы играем в игрушки, но и игрушки играют с нами, причем иногда злую шутку, и даже с несколькими поколениями женщин. Ну так, если без спойлеров, то, судя по фильму, действительно это повлияло на судьбу многих девочек. Ну, это очень, с одной стороны, показательный пример, а с другой стороны, уникальный пример, когда в жизнь целого поколения детей вторглись не просто игрушки, а целая маркетинговая какая-то стратегия, идеология, да. И корпорация, которая выросла на Барби, да, и стала создавать определенный тип игрушки и игры с этой игрушкой. Действительно, многие поколения ориентировались конкретно, да, на задумку руководства компании. Да, действительно, это модель поведения многих девочек, которая была, так сказать, скопирована, наверное, да, это попытка подражать каким-то идеалам. Ну вот, в частности, мы уже пришли к тому, что игрушки на нас очень сильно влияют. Но если говорить про то, когда мы начинаем их выбирать сами, вот не когда корпорации нам диктуют, а когда мы сами выбираем в младенчестве, тоже ведь есть какое-то разделение. Были большое количество экспериментов было проведено. Младенцы-то вообще различают игрушки? У них есть предпочтения? Здесь вообще давайте определимся, да, вообще, что такое игрушка. Не какое-то академическое определение, да. Как правило, игрушка — это что-то, с чем можно манипулировать, что можно наделять определенными качествами, что можно лишать этих качеств, да, и какие-то другие качества переназначать. И то, что, с одной стороны, существует на самом деле в воображении, и то, что на самом деле может не существовать. То есть игрушкой может быть практически любой предмет. Я знаю одного айтишника, у которого ребенок любил играть с CD-диском, потому что он так переливался красиво. Да, почему бы и нет. Да, и действительно, как только ребенок начинает целенаправленно смотреть, поднимать голову, как только у него освобождаются ручки, чтобы что-то схватить, он начинает выбирать предметы. Он не выбирает игрушку какую-то определенную, он выбирает то, с чем он может взаимодействовать. Что-то, что можно схватить, к примеру, да? То есть маленькая машинка лучше, чем какая-то большая гигантская. Да, красненькая, желтенькая лучше, чем синенькая или зелененькая, да, потому что ее лучше видно. Причем вне зависимости от гендера, да, там. Конечно. В самом младшем возрасте, по-моему, до 2 лет, да, был вот этот эксперимент, мы с вами обсуждали, да, даже до 1,5. Вот. Та игрушка, которая есть дома и есть в комнате экспериментатора, да, точно такая же, будет более желательна, чем какая-то неизвестная. Вот. И дети, собственно, тянутся к тому, с чем они могут взаимодействовать. Если это что-то непонятно какое, а еще свой взрослый тоже не показывает, как с этим непонятным взаимодействовать, то, скорее всего, ребенок не возьмет. Пусть это будет самая какая-нибудь волшебная, замечательная игрушка, вот, но ребенок будет оборачиваться на маму, мама будет разводить руки и говорить: я не понимаю, что это такое. Но ребенок, скорее всего, к этому не потянется. А вот разделение, какие игрушки выбирать по гендерному предпочтению, по функционалу, это все формируется взрослыми. То есть то, во что с детьми играют взрослые, то дети, в общем, и начинают выбирать. Это уже к дошкольному, да, возрасту формируется, ну, скажем, какое-то такое явное предпочтение на то, чтобы разделять куколки, машинки, розовое, голубое. Ну да, это то, что, опять же, доделают родители в семье. У нас ребенок не растет в чистом поле, он растет в определенной среде. И как в среде поделено,
так и будет восприниматься. Опять же, да, вот было сказано, во что ребенок и родитель вместе играют, да, не всегда так. Родитель может не играть, но он может какие-то предметы подсовывать. Они могут просто быть в поле, вот в этом поле, где ребенок развивается. Ребенок может выбрать в качестве игрушки вот тот же CD-диск, просто потому что он у папы-программиста есть. Потому что папа — это тот, кому нужно подражать, да, он играет. Он в понимании ребенка играет с этим предметом. Конечно, это ролевая модель. И интересная штука. Я бы тоже поиграла с CD-диском, потому что он с дырочкой блестящей переливается. Прекрасная игрушка. Вот мы сегодня говорим про то, во что играть с детьми, а все-таки по цветам вот эти разделения на голубое, розовое, красное, синее, оно действительно формируется именно потому, что у нас есть какие-то установки в обществе уже, да, что девочки про розовое и красненькое, мальчики про синенькое и голубое. Это называется налог на розовое, да, потому что розовые товары, как товары для девочек, товары для девушек, стоят немножечко дороже, да, обладают точно такими же качествами, как все другие товары других цветов. Это, опять же, маркетинговый ход. Причем в разных странах... В разные времена, в разных странах по-разному. Да, вот представьте себе какую-то страну не европейскую, где с розовым цветом, в общем, ну, мало кто встречался, или там с голубым, да, там скорее какие-то оттенки будут желтого, зеленого и так далее, и там не будет предпочтений. Вот именно синее и там розовое, да. Во Франции в барочные времена голубой цвет был цветом женским, а розовый был цветом мужским. И никого это никак не коробило, да. Потом какие-то традиции культурные поменялись, и теперь у нас, ну, вот так решили, да, что голубой цвет вроде как для мальчиков, розовый для девочек. Но опять же, сейчас тенденция меняется. Мы видим по выросшим мальчикам и девочкам, что девчонки прекрасно носят голубое, голубые костюмы деловые, голубые платья, а мужчины совершенно спокойно носят розовые футболки, какие-то яркие, там, малиновые, там, и так далее, и все это вполне себе продается. Но вообще дети, судя по экспериментам, любят больше красненькое до 1,5 лет. Маленькие дети, да потому что его лучше всего видно, оно выделяется на фоне всех других предметов, его хочется схватить. Если вдруг кто-то выбирает подарки совсем малышам, то имейте в виду, красненькое им нравится больше. Есть эксперименты, которые подтверждают эти предпочтения. Но тем не менее, вот маскулинные и феминные, да, вот эти игрушки, куколки, машинки и так далее, когда родители покупают что-то своим детям или значимые взрослые, как вы любите их называть, и вообще психологи часто так называют тех, кто рядом с малышами, отличаются ведь сам формат игры с куколками, с машинками. Формат выбирает, опять же, родитель, поэтому куколки могут быть задействованы в каких-то сюжетных играх, эмоционально окрашенных играх. Но, например, папа с удовольствием вместе там, со своими детьми сидят и разбирают. Вот куколка, которая говорит «мама», да, и это может быть игра, такая исследовательская игра, из какого места идет звук, а что там вмуровано в эту куклу, а как оно устроено и так далее. Где батарейки? Где батарейки, да, как их поменять. То есть это будет игра очень практически ориентированная, совершенно не окрашенная каким-то сюжетом. Но при этом можно играть в машинки, да, их расставить и сказать, вот у нас тут приехала злая машинка, которая хочет все машинки протаранить, а другие машинки подружились, объединились и сказали, мы не будем с ней играть, пока не начнет она себя хорошо вести. И вот когда она начала себя хорошо вести, они сказали, ладно, мы подумали, мы тебя примем в свою игру. Да, это сюжетно-ролевая игра. Роли у машинок есть, да, характеры есть. Машинки становятся персонажами. Опять же, выбор, во что играть, да, как правило, формирует взрослый, а потом ребенок перенимает и начинает играть так, как играли с ним. Но если мы говорим про все-таки традиционную модель с машинками и куклами, то с куклами чуть более такой, я бы сказала, сильный контакт получается между взрослым и ребенком, потому что куколку надо одеть, надо помочь, надо похвалить, надо как-то быть более внимательным, может быть, что-то обсудить. А машинки — это, ну, скажем, более длинная дистанция, да? Действительно, такие вот игры, в которых можно разойтись по разным углам,
увеличивают дистанцию между ребенком и родителем, и там действительно меньше есть чего обсуждать, да, потому что вот, ну, даже исследования показывают, что когда, например, родители и ребенок играют в машинке, там больше звукоподражаний, то есть бз, там ж, вжух, там, да. Бабах. И нет обсуждения каких-то нюансов, то есть это такой фан в чистом виде, мы что-то там куда-то запустили, а когда мы играем не обязательно с куклой, с мягкой игрушкой, да, то есть с какой-то игрушкой, с которой ребенку проще себя идентифицировать. Ведь недаром на игрушке показывают части тела. Где у тебя голова, где у куклы голова, а где у тебя голова, а где у тебя ручка. А где ротик, а где рот? Когда она ест, особенно вот. когда нужно накормить. Конечно, да, и поэтому действительно детям проще себя идентифицировать с каким-то персонажем, более-менее понятным, пусть это будет кукла, пусть это будет какой-нибудь там фиолетовый заяц, да, но тем не менее у него все те же запчасти тоже есть. Им действительно есть о чем поговорить. То есть какой этот персонаж. Вот он там сейчас голодный, да, и говорит, ам-ам, хочу кушать. А вот он тут загрустил, да, давай ему пожалеем. А вот тут он спать хочет, а давай его укроем. То есть все социальные действия, да, можно отрабатывать на игрушке. Ребенку проще понять. Но я знаю даже на своем опыте детей, да, которые прекрасно укладывают спать машинку, накрывают ее одеялом, поют ей колыбельную, потому что это любимая игрушка. И ребенок наделяет любимую игрушку вообще всеми качествами, которыми только можно наделить. Ну, вот мне кажется, очень важно сейчас сказать о том, что не такая сильная роль самой игрушки, сколько как раз участие родителя в этом процессе. Ведь многие думают, ну, мы же дарим каждый день новую, да? Мы же дарим каждый день новую, мы же хорошие родители. Мы же делаем максимально возможное из того, что мы готовы. И ребенок, ну, с удивлением родители обнаружат, что ребенок не играет в эти игрушки, потому что мало подарить, да, нужно показать, вовлечь, и не то, чтобы научить, да, потому что обучение — это побочный эффект от любых игр, а вовлечь в игру, чтобы ребенку было интересно играть. Как он может, например, с новой игрушкой интересно играть, если он не знает эту игрушку? Понятно, что если там какой-нибудь 10-й конструктор, там лего, да, то есть ребенок сам принцип понимает этого лего, он с удовольствием будет сидеть, собирать лего, это будет самостоятельная игра, да, которая прокачивает технические навыки, пространственное мышление, прекрасная игра, но в нее нужно уметь играть. А если ребенку дарит нечто, в ожидании, что он сейчас обрадуется и пойдет играть. А во что он пойдет играть? Когда родитель не вовлекается, не показывает. Самое интересное же, да, это то, что ты делаешь с кем-то во взаимодействии. А первый собеседник и напарник по играм — это, конечно, родитель. Ну, то есть, а если это 10-я машинка? Ну, к примеру, мы же показали, что такое машинка, каким образом в нее играть. А здесь вот большая машинка, например, какой-нибудь КАМАЗ или какой-нибудь мусоровоз сложный. Ну, почему не играет-то? Ну, давайте спросим, а кто ее больше хотел, ребенок или родитель? Один вопрос, когда ребенок говорит, я хочу вот эту конкретную машинку, мы говорим, да, на день рождения мы тебе подарим. Мы ходим с ребенком в магазин, мы смотрим, как машинка стоит и ждет нашего дня рождения, там, и так далее. Да, это вожделенная игрушка. Конечно, скорее всего, ребенок с ней играть будет. Другой вопрос, да, что если в детстве у нас не было машинок, а тут мы при всем разнообразии хотим купить все, мы покупаем себе. Ну, и ничего зазорного в том, что мы сами будем в них играть, в общем-то, нет. Да, и шутка про то, что новорожденным папы покупают вертолетик, это не шутка. Очень часто бывает машинка на пульте управления, такие подарки младенцу, да, дрончик маленький, который можно там запустить над домом. Вот такие игрушки, которые режутся родители. Так и покупайте по-честному себе. Ну, то есть, действительно получается, что если мы не доиграли, мы продолжаем это делать. Ну, в случае, если есть такая возможность, если позволяют финансы. Ну, опять же, игрушки есть с разного ценового диапазона. Вопрос про доиграли, он очень хороший. Мы такой вид биологически интересный, мы играем всю жизнь. Мы можем играть всю жизнь, мы и собачки. Вот у нас сохраняется способность к игре на всю жизнь. Ой, как интересно. Да. То есть, а кошечки даже Ну, кошечки не всю жизнь? не так, да. Они по мере взросления могут уже переставать играть. Вот. Но почему-то считается, что если мы как бы для ребенка и вроде как вокруг ребенка, не всегда да, но вот что-то вот как-то вот связано с ребенком играем, это вроде как можно. Хотя нам самим хочется. А вроде как самим нельзя, а самим очень даже можно. Это нормальный вид деятельности любого человека, и которому год, и которому там 85, да. Мы можем в игровой активности получать удовольствие, действовать спонтанно,
решать творческие задачи, потому что в игре, даже в игре с правилами, да, вот прям совсем точного регламента нет. Мы можем, да, переиграть, мы можем как-то творчески решить эту задачу, даже как-то вот правила, да, под себя повернуть. Вот, мы все это умеем, и действительно играть самим очень даже нужно. Если мы чувствуем, что мы где-то не доиграли в детстве, да, можно доиграть в любом возрасте. А если с нами не играли? Вот если с нами не играли, можем ли мы говорить о том, что со своими детьми мы, наоборот, будем пытаться это наверстать и играть больше? Очень по-разному. Действительно, вот родитель, который осознал, да, что вот со мной в детстве мало играли, играли бедно, не было возможности, да, играть, не было игрушек, не было сил. Ну, вообще родитель, там, например, на пятидневку отводил ребенка в сад, да, и там только по выходным его видел. Когда, в общем, играть-то? Какой-то вот родитель осознает и начнет компенсировать, начнет читать о том, как эти игры проводить, начнет пробовать, экспериментировать и доигрывать свое. А другой родитель, это тоже очень частая, к сожалению, история, да, ему будет очень больно. Он будет смотреть на своего ребенка и думать, вот со мной не играли, а я вот с тобой 5 минут поиграл, и хватит. Да, это уже больше, чем ничего. И многие родители на этом ломаются, потому что вроде с одной стороны надо бы играть с ребенком, там, с другой стороны я не очень понимаю, как. А с третьей стороны, вот то, что очень больно осознавать, да, я проваливаюсь в собственное детство. Когда со мной не играли, мне было очень плохо. И вместо радости, совместности и какой-то спонтанности, обида, да, вот получается это, да? обида. Угу. И что делать-то в этот момент взрослому? Как-то это поймать, отследить? Вспоминать, что все-таки взрослый это взрослый. Даже если наш внутренний ребенок обижается, кричит, плачет и топает ножками, наш выросший взрослый всегда может сказать, ну вот у тебя второй шанс, играй. Там нет правил, ты можешь играть как угодно, ты можешь ошибаться, ты можешь делать всякую глупость. Это игра, в пространстве игры может быть все что угодно. Надоест играть, да, вот пойдешь в свою взрослую жизнь и живи ее дальше как привык, да, но в игре можно все что угодно. И соревноваться с собственным ребенком тоже можно. Ну, наверное, взрослых больше привлекают какие-то интерактивные игрушки, да, которые там пищат, кричат, может быть, как-то распаковываются, превращаются одно в другое и так далее. Потому что сюжетный, вот то, о чем вы говорите, а вот приехала злая машинка, да, это довольно сложный процесс. Это надо еще придумать, это как-то так трудоэмоционально затратно. А вот вместе с ребенком разбирать, откуда звук у этого предмета, это, ну, скажем, как-то даже попроще в некотором смысле, особенно если, может быть, не развита эмпатия, не развит эмоциональный интеллект у родителя. Ну, это такая третья нога у табуретки, это возможность не контактировать близко со своим ребенком, да, тыкать вот в эту игрушку, или возможность просто на какое-то время ребенка занять. Да, будем честными, не может родитель все время заниматься только игрой с ребенком. У него так есть осознанно, вовлеченно. Ну, вообще кушать должен готовить, да, там голову мыть иногда, вообще на работу нужно ходить, да. Понятно, что интерактивная игрушка выигрывает у никакой игрушки, да, но если мы сравниваем интерактивную игрушку, которая отдаляет родителей ребенка друг от друга, и традиционно не в смысле какой-нибудь из там соломы, да, а вот любая не электрическая, да, обычная игрушка, вот она всегда побеждает, потому что здесь больше фантазии, потому что все время нужно придумывать, а как эту игрушку вовлечь в игру. Какой сюжет вокруг выстроить. Да? И здесь еще вот важный момент. Да? Мы говорим про детей как некую общую массу. Вообще-то сильно, все игры сильно завязаны на возраст ребенка, на его возможности. Если мы говорим про ребенка 1,5 лет, то у него игра будет предметно-манипулятивная. Он будет все хватать, пробовать на зуб, кидать, прикручивать, откручивать, дергать. И вот это суть его игры. И не по правилам. Какие правила, да? И очень, вот это прям моя боль про пирамидку, это я вот постоянно с этим сталкиваюсь. Вот ребенку реально 1,5 года, он эти колечки снял, раскидал, они разноцветные, ребенку весело, то есть видно, что он играет, он в процессе. Приходит суровая мама и говорит, нет, ты должен собирать пирамидку. И вот это большое колечко, вот это поменьше. Да. Угу. И ладно, когда это приносит ребенку удовольствие. Собрал он 3 колечка, да, на 4-м закуксился. Мама такая, нет, да собирай. И никаких других игр с пирамидкой вроде как не предполагается. Так вот я напоминаю, да, что маленький ребенок должен все трогать, подбрасывать, изучать, нюхать, облизывать. Поэтому детские игрушки вот для малышей должны быть крупные, безопасные. Их нельзя ни прокусить, ни проглотить и так далее, да.
Дальше ребенок растет, учится говорить, у него появляются более сложные чувства. Вот тогда появляется сюжетная игра. Она еще не сюжетно-ролевая, то есть нельзя выстроить детей вокруг себя, сказать: ты заяц, ты мама зайца, ты там, не знаю, крот и так далее. Это сложные роли, да? Но какой-то сюжет, что, например, кукла Маша пришла в гости к медведям, и они пьют чай, вот это такой понятный сюжет. Всех рассадили, чашки расставили, чай виртуальный разлили, да, все довольны, поиграли в сюжет. Но это, правда, действительно требует вовлечения родителя. Ну вот, родители многие говорят: ну нет, это скучно. Я всегда предлагаю... Это скорее сложно, чем скучно. Ну, просто нет привычки, да. Я всегда предлагаю выйти в такую позицию наблюдателя, как будто не вы участник игры, да, а вы смотрите со стороны. Ну вот скучно, ну правда, объективно бывает скучно в это играть. Ну, не все любят в чаепитие играть, а в него как бы приходится иногда играть каждый день по 8 раз, да. Ну вот попробуйте представить себя режиссером. Вот как бы вы выстроили кадр, как бы это смотрелось, да, вот с этой стороны, а с этой стороны, а красиво стоят чашки, а на что это похоже, на моего любимого режиссера или нет, а как бы Кустурица расставила, а как бы там, не знаю, какой-нибудь Альмодовар, да, расставил. Ну, вот немножко внесите интеллектуальные игры в свою голову. Если вам скучно играть в чаепитие, играйте в свое. Ой, потрясающе! Это сейчас прям просто, я бы сказала, такой мастер-класс для родителей, немножечко психотерапии для родителей, которым нужно играть с детьми. Да, и очень забавно всегда бывает, когда происходит адаптация к детскому саду, то есть только-только приводят в первые дни в детский сад детей, родители нередко приглашают как раз за стол поиграть. Вот это самая распространенная игра вот в игрушечное чаепитие, потому что родители не знают, как себя вести в новом пространстве. И вроде как сидят из этой там чашечки, что-то там напивают, и дети такие сидят, напивают, в ужасе друг на друга смотрят. И ничего не происходит. Да, но потом, когда дети взрослеют, оказывается, что это самые любимые фотографии из детского сада. Это вот это с первого дня, где папа сидит с розовой чашечкой, огромный папа с микрочашечкой, и ребенок сидит с этой микрочашечкой, потому что был контакт, было взаимодействие, всем было страшно. Но весело. Но весело, и все привыкли. Ну да, это действительно не просто развлечь себя, будучи взрослым, сложным уже человеком, для того, чтобы вовлечься в какой-то простой процесс. Вот недавно я видела фотографии, мои друзья летели с пересадками там, сложным маршрутом, и в аэропорту папочка сделал, значит, ребенку воздушный шарик из перчатки, просто потому что пересадка была длинная, ребенка нужно было развлечь, и вот с этой перчаткой они долетели там 8 часов они летели, и ребенок ее, значит, они нарисовали глазки, они нарисовали ротик. И получается, что вот такой эффект неожиданности. То есть, если родитель сам себя развлечет, что-то придумает, это такая задачка со звездочкой, да, олимпиадная, сделать из ничего что-то, то ребенку, конечно, тоже будет интересно, но в том числе и родителю будет не так тяжело. И это еще дополнительно прекрасный навык искать в пространстве что-то интересное. Если мы можем свернуть куклу из носового платка, в моем детстве все умели это делать. Или там, опять же, да, вот эту перчатку надуть, или что-то к чему-то приставить, или там слепить какого-то снеговика зимой, да, воткнуть в него ветки, воткнуть в него глазки и с ним как-то поговорить, повзаимодействовать. Вот это пространство вокруг нас становится интересным. Там всегда можно найти что-то, во что можно поиграть. Даже если нет ничего, да, можно найти какую-нибудь штуку, там, типа обломок кирпича, нарисовать классики и попрыгать. Ну, это то, что развивает, получается, и пространственное мышление, и воображение, и, в общем, как-то учит ребенка таким неожиданным ходам, которые, безусловно, пригодятся, наверное, во взрослой жизни. Конечно, но если мы только вот с этого заходим и начинаем ребенка учить, да, он вот не я к этому и будет учиться. подвожу. Нам всем хочется, чтобы игра была еще и полезная. Вот не просто игра, мы тут не просто поиграли, а мы еще сделали что-то полезное. Главная характеристика игры, она должна приносить удовольствие. Если она не приносит удовольствия, это не игра. А можно говорить о том, что от полезных игр мы часто устаем, и сами, и дети? Конечно, и пропускаем момент, когда надо бы прекратить. Другой, ну, смотрите, у нас часто родители ориентируются на то, что, вот, например, игра в шахматы – это долго, да, но вот долго играть в шахматы можно с школьником, а с дошкольником можно играть в шахматы, расставить фигуры, сделать 2 хода, и уже будет хорошо.
Сегодня говорим о том, во что играть с детьми, каким образом выстроить контакт, может быть, чему-то все-таки научить. Ну и самое главное, научиться самому испытывать от этого удовольствие, сделать этот процесс интересным, в том числе и для себя, для взрослого. А вот о наших взрослых игрушках, которые до старости все еще присутствуют в нашей жизни и по-хорошему должны бы присутствовать, мы поговорим сразу после новостей. Не забывайте, что нам можно задавать вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Также нашу трансляцию можно не только слушать, но и смотреть в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии, отвечает на наши вопросы. Сегодня семейный психолог Светлана Качмар. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. 19:30 в Москве, в студии Павел Перовский. Здравствуйте. Водоснабжение отключили в части пострадавшего от паводка Орска. Администрация города назвала причиной технические неполадки на водоводе. Подача ресурса будет возобновлена после устранения неисправностей, сообщили власти. Подвоз технической и питьевой воды организован по графику. Сегодня 8 местных жителей увезли в больницу с норовирусом после того, как они пили воду из-под крана. Построенную в 2010 году защитную насыпную дамбу прорвало в Орске накануне вечером. Владимир Путин подписал закон о повышении порогов в ряде экономических статей Уголовного кодекса. Речь идет о показателях при определении крупного и особо крупного ущерба. В том числе лимиты были повышены в статьях о мошенничестве, ограничении конкуренции и уклонении от уплаты налогов. В инициированном президентом документе также декриминализировано несколько составов преступлений. В частности, это незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в крупном и особо крупном размере, и незаконное использование предупредительной маркировки. Распоряжение вступает в силу спустя 10 дней после его опубликования. На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение по линии ферросплавная. В результате на объект электричество стало подаваться с 2 ЛЭП, в том числе Днепровской. В четверг утром на станции сообщили об отключении ферросплавной-1. Несмотря на инцидент, радиационный фон оставался в норме, причины выясняются. На сегодня все блоки Запорожской АЭС остановлены, 5 из них находятся в состоянии холодной остановки, 1 в горячем. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Сама станция расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года объект перешел в собственность России. Закрытый после голой вечеринки мутабор начал работать под названием «Арма». Минувшую ночь там прошло первое мероприятие, приуроченное к 9-летию музыкального лейбла System 108. По данным телеграм-канала «Шот», участникам заклеивали камеры телефонов, а их личные вещи тщательно осматривали. Оплатить билеты и пополнить депозитную карту можно было только за наличные. После голой вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой в конце декабря 2023 года работа клуба «Мутабор» была приостановлена на 90 суток после проверки Роспотребнадзора. Арт-центр «Мутабор», напомню, открылся 27 апреля 2019 года. В завершении выпуска курсы валют: доллар 92 рубля 41 копейка, евро 100 рублей 13 копеек. И о погоде: в Москве завтра без осадков и до плюс 15, в данный момент в столице плюс 7 градусов. Павел Перовский, говорит Москва. Говорит Москва. Реклама. Хорошая новость, а лучше 2. Есть недвижимость в Новой Москве. Компания «Инград» объявляет старт продаж квартир в новых корпусах ЖК «Филатов-Луг». 3 детских сада и школа, 2 станции метро в пешей доступности, московская прописка. Подробности на ingrad.ru. ООО «Специализированный застройщик Филатов-Луг». Проектная декларация на наш.дом.рф. Звоните с мобильного. # 2205. ingrad.ru. Телефон рекламной службы 925 33 17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение. Дамы и господа, заводите свои моторы! Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы! Говорит Москва 94,8. Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем, во что играть с детьми. Пишите ваши вопросы. +7 925 4 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но еще и смотреть в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Отвечает на наши вопросы сегодня семейный психолог Светлана Качмар. Светлана, еще раз приветствую. Ну вот, если говорить про игры вообще, которые у нас существуют, и с игрушками, и без, то какие классификации? Их же огромное количество. И сюжетные, о которых мы уже чуть-чуть успели поговорить, и игрушки интерактивные. И вообще, насколько важно для нас знать вот всю эту классификацию? Ну, это важно для педагогов, которые пишут какие-то работы, которые подбирают какие-то задания и так далее, да. Нам важно понимать, две такие там глобальных основных классификации. Это по инициатору игры, то есть игры, инициированные ребенком, игры, которые инициируют взрослые, и игры массовые, да, там народные игры, традиционные какие-то игры, даже тренинги. И другая такая крупная классификация — это игры творческие и игры с правилами. Да, есть игры вот сюжетно-ролевые творческие, а есть сюжетно-ролевые с правилами, да, потому что, например, мы там разыгрываем по какому-то канону, открываем коробку, да, там достаем игрушки определенные, персонажей определенных, и вот там прям расписано, вот первое действие такое, второе такое. Вот. И в эту группу попадают и дидактические игры, так любимые многими родителями за то, что они как бы приносят пользу. Это вот эти как раз обучающие. Обучающие, да. Про которые мы уже успели в первой части сказать, что довольно быстро от них устают и родители, и дети не особо хотят в них играть долго. Но есть вот всякие спонтанные игры, там, снежки, догонялки и так далее. Чаще всего родителям кажется, что, ну, скажем, это такая пустая трата времени. Ну, побегали, побесились, покричали весь день на смарку. Прекрасные игры, позволяющие как раз, во-первых, вовлекать максимальное количество людей, выстраивать коммуникацию. Ну, в снежки можно играть и одному, но это немножко экстравагантно. Да, ну, нужны соперники. Нужно понимать, опять, да, что есть где-то гласные, где-то негласные правила, что снежком в глаз — это, наверное, не очень хорошо, да? А снежком в спину нормально. Вполне себе, да, такие правила, которые в процессе игры формулируются. Вот так можно, ну, тебе самому в глаз снежком прилетит, и ты думаешь, ну, нет, наверное, не надо так делать, да, и все очень быстро понимают. А более того, да, спонтанность и есть та штука, которую нельзя никак давить, потому что в спонтанности проявляется нестандартное мышление. Вот я обрадовался, да, я играю, у меня нет четкого какого-то задания, у меня нет четкого правила, и меня никто не оценивает. Смысл игры, да, чем игра от реальной жизни отличается принципиально. В обычной жизни мы должны быть продуктивны и эффективны. Ну, то есть мы должны что-то делать, и это должно быть видно. А в игре мы можем делать все, что угодно, и если мы ничего внутри игры не произвели, кроме впечатления, да, кроме того, что нам самим хорошо, вот, ну, и достаточно, этого достаточно вполне. И в игре можно ошибаться бесконечное число раз. Вот в жизни, да, мы понимаем, что здесь ошибешься, ну, будет негативная обратная связь или какое-то ужасное последствие. Ошибешься на работе, тебя уволят или премию лишат, да. А в игре как раз смысл в том, что ты бесконечно можешь перебирать методом проб и ошибок, да, ошибаться, откатываться назад, делать еще раз, ошибаться, откатываться назад и привыкать к тому, что, да, ошибки — это нормальная часть любой деятельности. Вот вы сказали о том, что как раз это действительно спонтанная игра, и важны даже негласные правила, которые все
все равно есть, но их задают взрослые. И бывает такое, что какой-нибудь папочка раз и насыпал снег за шиворот. Или что-нибудь еще такое сделал. Вот где та самая грань, которая эти правила размывает или, может быть, границы дозволенного расширяет, или как-то обижает ребенка, наносит травму. Это очень зыбкая грань, потому что это зависит от возраста ребенка, от культурных особенностей, от контакта с родителем, да, потому что если хороший контакт с родителем, и, может быть, и насыпать снег за шиворот, это будет просто весело. Да, если как-то ты и так ждешь подвоха там от папы или от мамы, и он совершает нечто, да, то это разрывает контакт совсем. Поэтому грани нет. Это скорее, ну, с одной стороны, здравый смысл, с другой стороны, состояние ребенка. Мы же тоже, как родители, можем экспериментировать, смотреть. Я не предлагаю засовывать ребенка в какие-то там страшные подвалы, там, и так далее, скидывать его там с какого-нибудь высокого этажа, да, это не игры, это уголовный кодекс. А именно смотреть на состояние, спрашивать ребенка, а тебе как? А ты обиделся? Да. И как раз здесь можно вот у своей дидактики подкинуть, да, а как мы миримся, а как мы договариваемся не обижаться, например, в следующий раз, а как нужно себя вести, чтобы нам обоим было хорошо и весело, потому что игра это должно быть все-таки хорошо. Мгм. А если ребенок что-то такое сделал, ну, скажем, неподобающее, здесь вот родителю объяснить каким образом? А если мы тебе так сделаем, да? Ну, то есть, Ну, опять же, очень по-разному. Если в игре, да, и здесь можно сказать, слушай, ну как-то, да, вот видишь, мы вот первый раз с этим столкнулись, да, так, мне неприятно, мне не нравится. Да, так не хочу играть. Я хочу вот так играть, вот эдак. Но есть же у детей прекрасная, да, вот эта приговорка, да, а я так не играю. А почему нам-то не использовать? И я так не играю. Как я играю? Ну, вот я играю вот так, да. Песок мне не надо там в глаза сыпать, например, а куличик вполне себе надо лепить, да. Хочешь там, не знаю, в куличик воткнуть камешек, да, я тоже хочу, давай повтыкаем камешки. Там хочешь все куличики смести там, да, и сделать огромную кучу из песка и камушков, ну, окей, давай будем вместе это делать. ну, это как раз социально-коммуникативные навыки, да, которые развиваются. А есть еще игры, которые, наоборот, они, наверное, как-то оттачивают точность мышления и так далее. Вот тот же конструктор. Но в него ребенок чаще всего играет один. И здесь какой баланс должен быть? Нужно ли вообще следить за этим балансом? Можно ли это вообще делать специально? Предлагать надо всякое разное, да, мы обычно все-таки примерно понимаем, каков наш ребенок и под какие игры он заточен, да, потому что есть дети, которым действительно нравится быть в тишине и быть занятым какой-то интеллектуальной деятельностью, не потому что они такие суперумные, а потому что во время интеллектуальной игры их никто не трогает, это их возможность просто уйти в этот конструктор, да, и вообще сказать, нет, я вот с детьми не хочу другими играть, отстаньте от меня все, я тут посижу в уголке, приду в себя. Вот. Но предлагать необходимо разное. Опять же, наш ребенок растет, он выходит там, в детский сад, он выходит на площадку, там есть другие дети, да, постепенно в его игры добавляются другие люди. Каждый со своим бэкграундом, каждый со своим семейным опытом. Одного научили так играть, другого эдак. У всех, опять же, разные. Вот тоже на площадке, думаю, многие видели, да, одна мама будет говорить, делись игрушками со всеми, а другая мама будет говорить, не отдавай свои игрушки. Вот смотри, мальчик взял твою игрушку, иди забери. Да, там папа будет говорить, дай сдачи, да, какая-нибудь бабушка будет говорить, а ты погладь его по голове и скажи, давай мириться, да, то есть очень разные образцы, и во всем этом ребенку приходится разбираться, как и в правилах игры. А когда, кстати, вот в той же самой песочнице у мамы просят игрушку, а можно вот ваше ведерко? Вот здесь что нужно делать, чтобы мама не отдала случайно ведерко, которое ребенок не хочет отдавать? Вот здесь как взаимодействовать? Смотреть на ребенка, ну, если он договороспособен, то спрашивать у него, да. То есть, а можно дать твое ведерко, да? Да, да. Очень часто мамы берут просто несколько комплектов. 3 лопатки, 3 ведра, там, 3 чего-нибудь еще, да, чтобы сам ребенок играл и был с чем поделиться. Мне кажется, очень неплохой ход. Но действительно, да, ориентируемся на ребенка. Очень интересное сообщение к нам пришло от нашей слушательницы. Ее зовут Марина. А со мной играли в слова, имеющие 2 или более значения. А еще мне нравилось, когда надо из нарисованной кляксы придумывать что-то интересное с дорисовкой. Ой, как не отзываются мои любимые игры. Да? Да, Полезные? Всякие полезные. Опять же, у каждого ребенка есть свои особенности, есть свои сильные стороны, есть слабые стороны. Да, вот такой вот из личного пример приведу. Я в детстве, ну, я и сейчас довольно неуклюжая, да, я вот не очень умею там бегать, прыгать, вот эта вот часть, которая всегда у меня проседает.
Вот. И я даже с раннего детства понимала, что моя сильная сторона не в этом. Моя сильная сторона в уме, в разговорах, да, в каких-то интеллектуальных играх, в отгадывании загадок, в загадывании загадок. Ну, то есть вот все, что с интеллектом связано, мое поле. И я могу там выделиться. Естественно, мне нравилось играть в эти игры, и это поддерживалось взрослыми. А когда я выросла, я поняла, что это настолько сильно поддерживалось взрослыми, что другие стороны перестали развивать. То есть мне перестали предлагать подвижные игры, мне перестали предлагать, да, вот какие-то вот... Ну, я только папа бился за это, да, все остальные, там, воспитатели, педагоги. О, вот она умная, пусть она сидит, какие-то игры проводит с другими детьми, да, а они пусть бегают, вышибалы играют, а ей не надо. Поэтому очень важно, опять же, предлагать, разнообразить. То есть мы знаем склонность, мы знаем, что у ребенка получается хорошо, мы его поддерживаем, хвалим. Но там, где получается не очень, поддерживаем и хвалим в 4 раза больше. И через игру как раз и пытаемся развивать, да? Конечно. Не через реальное соревнование, где на физкультуре 2 поставили, а как раз попытка это сделать через игру или через игрушку. Но если говорить про игрушки, когда пора забирать? Никогда, когда ребенок сам готов. Очень многие дети, сейчас вот современные дети, они знают, например, о существовании всяких сервисов, где отдают или продают игрушки. И когда с ребенком обсуждается, да, вот смотри, у тебя там 10 наборов чего-нибудь, да, они уже нигде не помещаются. Давай продадим на вырученные деньги, купим новую игрушку. И ребенок вот отсортировывает, говорит, вот эти давай продадим. То есть ребенок вовлечен. А если ребенок просто уехал на лето? Это травма многих детей, многих взрослых. Я невероятное какое-то число людей знаю, которые могут рассказать примерно одну и ту же историю. Уехал на лето к бабушке, поехал в лагерь, возвращаюсь, игрушек нет. Да, и родители говорят, ну ты же уже большой, ты уже большая, зачем тебе куклы, зачем тебе машинки и так далее. Вот. А это невероятно просто. Ты привязался к этой игрушке и не знаешь, где она. И родители даже не поинтересовались, а правда, вот это твоя любимая игрушка или какая-то случайная, которую ты готов уже там отдать, передать, передарить и так далее. Вот, со мной тоже это происходило. Сейчас, наверное, каждый сейчас узнал себя, вспомнил свою любимую игрушку, которую либо продали, либо кому-то подарили, может быть, родственникам, может быть, просто кому-то из соседей, потому что, да, она пришла в негодность или потому что она уже казалась, ну, в общем, совсем ненужной. А вот обновлять игрушки? Время от времени их необходимо обновлять, особенно если этих игрушек больше, чем 5 штук, да, то там 2-3 недели с одним набором игрушек играем, потом часть меняем, потом часть оставшуюся меняем и так далее. Да? То есть должна быть некоторая новизна, а из постоянного должны быть правда любимые игрушки. То есть игрушка, с которой ребенок спит, игрушка, с которой ребенок купается, игрушка, с которой ребенок ходит в детский сад. Да, игрушка, которая всегда сидит на одном месте, да, вот он даже с ней не очень играет, но она прям должна быть. Вот эти игрушки можно не менять, да, а какие-то там машинки, да, какие-то там мелкие зверушки там и так далее, да, периодически нужно обновлять. Светлана, а если по какой-то причине ребенку нравится игрушка, ну, совершенно ужасная, вот есть прям страшные игрушки, прям даже про них говорят о том, что их вообще нужно запрещать, знаете, вот, а ему нравится, что делать? Может быть, это признак того, что нужно поговорить со специалистом, или нужно обратить внимание на то, что происходит с ребенком, или это зависит, опять же, от того, какими качествами мы наделяем эту игрушку и что говорит взрослый. Нужно смотреть, как ребенок с ней играет. Боится он эту игрушку или нет. Или боится он ее в игре, а в жизни не боится. Потому что страшные игры — это тренировка. Как мы управляемся со своим страхом, а что нужно делать, если ты испугался, какие слова говорить, какие действия производить. Вообще есть определенный возраст, когда у детей появляются такие фантазийные страшилки, да, я опущу ногу, а там сидит под кроватью чудовище, меня за ногу укусит, и надо бежать в туалет ночью очень быстро, там и так далее, да, или фонариком светить. Да, один серенький волчок чего стоит. Конечно, да, это совладание со страхом, в этом могут участвовать и игрушки тоже. Если ребенок играет по-своему, очень многие дети, то есть играют в игрушки, например, старших детей, в сувенирные игрушки, во всякие там хаги-ваги и так далее, да, которые там подростки себе купили в качестве там развлекухи, да, ребенок забирает, и он не видит ничего страшного в этой игрушке, он видит нечто прикольное, яркое и играет по-своему, то есть, опять же, укладывает спать, расчесывает волосики, там, одевает и так далее, да, неважно что, потому что наши там прабабушки, прадедушки играли с ложками деревянными, закутывали их в тряпочку, играли как с ребенком, как с лялечкой, баюкали,
пели песни и так далее. Не важен предмет, да, важно игровое действие. Если оно не пугает, да, тогда все нормально. Если ребенок, в принципе, застрял в своих страхах, у него появились нервные тики, он спит тревожно, он писается ночью и так далее, действительно нужно обратиться к специалисту, но это вопрос не в игрушке, а в некотором комплексе проблем. То есть накопилась тревога, накопились какие-то, может быть, сложности в детском саду, испугался того, что увидел, там собака налаяла, там какую-нибудь передачу страшную увидел, старший брат какую-нибудь гадость сказал, и вот собирается какой-то комплекс сложностей и проявляется в поведении ребенка. Наши слушатели тоже присоединяются и говорят, да, может еще такое быть, что игрушку никто не любит, вот эту самую страшную, а я ее пожалею. Тоже очень частая история, пожалею, потому что никто не хочет играть. И не надо ее выбрасывать, да? Да. Если это действительно у ребенка жалость, если это попытка помочь вот этому существу какому-то. Это развитие эмпатии. Кстати, часто так делают не родители, не дети, а родители или бабушки. Мне так жалко там этого ослика, мне так жалко эту куклу с оторванной ногой, да, вот она такая классная, заберу ее себе, буду в нее тихонечко играть, пока никто не видит. Прекрасная история, потому что дети все равно видят, что можно так вот обращаться, да, даже с самой какой-то страшной, некрасивой старой игрушкой, что ее можно не бросать, ну, стишок про Мишку, да, все равно его не брошу, потому что он хороший, он очень-очень правдивый. Это так работает. А если наоборот появляется какая-то игрушка, которую ребенок все время бьет и прям не любит ее очень сильно, опять же, говорит это о том, что нужно ее убрать, изолировать эту игрушку и так далее, или пусть будет выплеск негатива? Здесь всегда, опять же, надо смотреть на формат. Понимает ли ребенок, что это игра, выходит ли он из этой игры, может ли он потом эту игрушку, например, пожалеть, да? А бывают игрушки, которых ребенок, правда, боится, да, и он пытается ее победить, эту игрушку. Тогда, наверное, ее не должно быть в окружении ребенка. Но очень часто, если мы вдруг начинаем наблюдать, что ребенок где-то как-то выплескивает агрессию, значит, у него накопилось, значит, есть какая-то сложность. Дети часто показывают, особенно дошкольники, не через слова, не через объяснения, да, они не могут прийти и сказать, знаешь, мама, я так устал в детском саду, меня Петя все время обижает, я хочу Пете по голове настучать машинкой, но воспитательница не дает. Вот я прихожу домой и пинаю своего медведя. Ну, не может ребенок такую речь развернуть, но мы можем заметить, да, что если вдруг проявляются какие-то агрессивные импульсы, ребенку хочется куда-то это все как скороварки, да, пар стравить, мы начинаем спрашивать, мы начинаем предлагать другие варианты, да, то есть если ты очень злой, давай поджимаем кулаки, давай потопаем ногами, да, давай скажем, я очень злой, я очень злюсь, да. Это, опять же, помогает ребенку понимать свои эмоции. Конечно, и родители их и объясняют, да, то есть можно спросить, там, это вот там, медведь виноват, да, или кто, или там, не знаю, кто-то в саду виноват, или ты там устал, например, да, то есть... Так голодный. Ой, это же вообще история всегда. Когда ребенок голодный, он себе не принадлежит. Да, абсолютно. А если мы говорим про агрессивные игры, которые тоже и в детском саду, или, может быть, с кем-то там в школе, там, ну, в рыцари, когда играют, когда кто-то кого-то пытается победить, а может быть, даже кого-то победил, кто-то плохой, кто-то хороший. И здесь как раз уже наблюдается гендерные различия, потому что девчонки часто стараются друг друга перехитрить, а мальчишки победить. Это такие вот гендерные роли. Они очень понятные, это поддерживается так или иначе. Соревнуются все, и мальчики, и девочки. И мальчики, и девочки между собой тоже соревнуются. Да? И соревновательные игры должны быть обязательно, потому что научиться правильной реакции на поражение, правильной реакции на победу, да, чтобы не возгордиться и не пойти как бы задранным носом по жизни, нужно в игре. И вот здесь как раз нужна наблюдательная роль взрослого. То есть такие игры совсем на откуп детям отдавать бывает опасно, потому что у детей еще не очень хорошо сформировано торможение, они эмоционально завелись, но они не могут остановиться. Это может перейти, например, в перепалку, в драку, не потому что дети злые, а потому что так устроена детская психика. Они разогнались, а тормознуть им нечем, да, пока префронтальная кора еще не доформировалась. А вот направлять, соревноваться, да, какие-то вводить даже призы за это соревнование, кто кого победил, а потом поменялись ролями, а потом вышли из ролей, а потом пошли пить чай все вместе. Да? А как вы вышли из ролей? Это вот пошли пить чай все вместе? Например, да, ну иногда дети сами говорят, все, я больше не играю, да, я больше там не такой-то персонаж. Да, ну, это даже в дочке матери. Да, все, я больше не мама, меня домой зовут котлеты кушать. Вот. Когда происходит, да, выход из этих ролей, это прекрасная история. И опять же здорово, если взрослый может организовывать периодически вот такие соревновательные игры,
где каждый может дождаться своей очереди, где каждый может своими силами, да, понять, что вот я, если потружусь, попрыгаю повыше, покричу погромче, я выиграю, мне дадут, не знаю, там, значок или наклейку на лоб, да, и я буду победитель. И это культурный вариант игры, потому что в противном случае, когда мы соревнуемся, можно было бы друг друга побить и разойтись на этом, но это не игра, это неинтересно. А вот как сделать интересным соревнование, это делает взрослый. Но взрослые ведь тоже играют. И игрушки им нет конца. То есть для кого-то это очень дорогие потом машинки уже в свою натуральную величину. Для кого-то это, может быть, какие-то коллекционные куклы, для кого-то это какие-то предметы вообще совершенно уникальные, но тем не менее тоже игрушки. В принципе, все, наверное, игрушки, все, что не касается нашей работы непосредственно. Вот здесь, насколько это, опять же, зависит от того, во что мы в детстве поиграли, не доиграли, переиграли и так далее. Вот исследования показывают, что взрослые все-таки больше любят играть в соревновательные игры. Это не так сильно связано с тем, что было в детстве, да, то есть в детстве мы, конечно, сохраняем какие-то интересы, да, и их можем превратить либо в работу, либо в коллекционирование, либо в какую-то творческую деятельность. То есть в детстве нравилось шить одежду куклам, да, во взрослом возрасте нравится одежду шить для взрослых. Но, тем не менее, все-таки взрослые любят квизы, взрослые любят какие-то карточные игры, побегать друг с другом, да, там, ну, какие-то вот спортивные состязания и так далее. Нам все время хочется, да, в этом участвовать, потому что, с одной стороны, мы среди людей, вот этот эффект фасилитации испытываем, мы собрались вместе и сделали какое-то классное что-то, да, а с другой стороны, еще посоревновались и погладили свою самооценку. Вот я какой молодец. Даже если я не выиграл, да, я все равно в хорошей физической форме, например, или в умственной. Ну, те же кроссворды, по сути, это соревнование с самим собой. Ну, с собой как бы сложно, да, но вот я скорее про вот такие вот именно соревновательные с другими людьми. Но мы забываем, что как бы, ну, нам кажется, что игра — это обязательно про игрушки. А очень много игр в нашем межличностном общении. Вообще, например, любые там какие-то отношения романтические, они начинаются с игр, с игрищ, да. Вот я тебя так вот назову зайчиком, а я тебя эдак. А вот наше такое пространство игры, где мы как-то перекидываемся намеками, какими-то шутками нам одним понятными и так далее. Это тоже игра, когда можно как угодно, по-разному, но просто нам хорошо вместе. Поэтому мы можем взаимодействовать именно так, в такой игровой форме. Ну да, игры, в которые играют взрослые, это вообще целая отдельная, даже большая книга, игры, в которые играют люди. И важно, конечно, в своих сценариях здесь не запутаться и не закисать. Конечно. Опять же, есть возможность играть до старости. Почему этой возможностью не воспользоваться? Это интересно, это повышает гормоны радости в крови. Вообще как-то играть, да, всегда приятно. А в случае, если, к примеру, вот ты играешь во что-то, ты уже взрослый человек, а кто-то тебя пилит и пилит, что, ну, собственно, что-то ты, не знаю, много тратишь на свое хобби. Ну, это, конечно, вопрос сложный, да, потому что согласовывать бюджет все-таки необходимо, если мы живем не одни. Вот. Но, мне кажется... У кого-то спортивные авторалли, у кого-то, не знаю, куклы коллекционные, у кого-то... Ну, попробовать вовлечь партнера в это, ну, как минимум попробовать, да, ну, надо бы. А вдруг он тоже как бы поймет, в чем там смысл, что там такого есть интересного. Может, ему будет интересно болеть, может быть, ему будет интересно подбирать экипировку, может, ему интересно будет куда-то ездить на какие-то выставки там, и так далее. Вовлекать всегда здорово. Чем отторгать и говорить, нет, ты не понимаешь, да, ты меня запрещаешь и так далее. Это путь к конфликту. Ну, даже между родителем и подростком, к примеру. Вот ты играешь в свою компьютерную игру, что за ерунда? А вот если ты как раз с позиции взрослого поинтересуешься, что это за игра, а что там интересного, а что за это дают, а какие у тебя достижения. То есть ребенок хотя бы, подросток вот в этом сложном периоде, который пытается сепарироваться, он хотя бы каким-то образом, вот насколько я правильно понимаю, он хотя бы что-то тебе расскажет, что происходит там за закрытой дверью. Вообще, когда мы говорим про подростков, вот это очень не любят многие родители, да, и они говорят, ну это же так неинтересно, это же такие все какие-то безумные, какие-то глупые развлечения, увлечения. Но нет другого шанса. Нам, как родителям, надо хотя бы на начальном уровне понимать реально, во что ребенок играет, что он слушает, что ему нравится. Даже если нас от этого корежит, мы должны в этом разбираться, хотя бы там, ну, вот на самом-самом минимальном уровне. Тогда есть шанс контакт не потерять.
Иногда ведь говорят, ну что ты там сидишь в своем компьютере, в своих этих стрелялках, в своих компьютерных играх, иди вот книгу почитай. При этом родитель даже не говорит, какую книгу. И, конечно, шанс, что ребенок пойдет и откроет книгу, ну, равен примерно нулю. Ребенок слышит, ты мне не нравишься, мне не нравится твое занятие, поэтому и ты плохой. А если я плохой, то зачем вообще налаживать контакт? Пойду еще поглубже закопаюсь в свою игру. Спасибо большое. К сожалению, время у нас ограничено, но мне кажется, мы довольно подробно разобрали игрушки от младенчества до, в общем, до старости. Совершенно разного ценового диапазона. Игры и игрушки. Во что играть с детьми мы сегодня обсуждали вместе с семейным психологом. Светлана Качмар была у нас в гостях. Благодарим всех наших слушателей и зрителей. Напомню, что в YouTube, ВКонтакте тоже есть наша трансляция. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.